Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей ситуации по городу Бишкек, подготовке к новому учебному году, а также о проведении предстоящей 29-й годовщины Дня независимости Кыргызской Республики. Вас проинформирует вице-мэр столицы Мозгачева Виктория Андреевна. Виктория Андреевна, вам слово. Дорогие горожане и гости столицы, эпидемиологическая ситуация в Бишкеке и стране остается напряженной. На 27 августа 2020 года в городе Бишкек количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии составили 17 511 случаев, или 43% от всех зараженных по республике 43 459 случаев. Из них зараженных коронавирусной инфекцией 7 485 человек и 10 026 случаев пневмонии. Но при этом мы наблюдаем тенденцию спада случаев заражения коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонии среди горожан. Если 1 августа в городе Бишкек было зарегистрировано 412 случаев, то на 27 августа 32 случая заражения. Для экстренной медико-консультативной и первичной медицинской помощи были открыты 16 стационаров, из них 13 дневных и 3 ночных, на общее количество 1173 койко-мест с обеспечением средствами индивидуальной защиты привлеченных медиков. На сегодняшний день все стационары, дневные и ночные, законсервированы. Вчера мы поставили на консервацию крайний дневной стационар. Оборудование и мебель прошли дезинфекцию и кварцевание. Всего в стационары за медицинской помощью обратились 103 644 человека. Из них в дневные 94 441 человек, в ночные 9 203 человека. Получили инъекцию в виде капельниц 72 376 человек. Проконсультировано 30 741 человек, госпитализированы 513 человек. Медицинскую помощь населению в стационарах оказывали 89 врачей, 128 медицинских сестер, 42 санитара и 35 волонтеров. Для подготовки к возможной волне пандемии и в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонии в городе Бишкек мы готовы снова открыть стационары, в том числе и на базе Центров семейной медицины города Бишкек. Для раннего выявления больных коронавирусной инфекцией и пневмонии проводятся подворовые обходы путем опроса. Всего обследовано 86 281 дом, опрошено 190 387 человек, выявлено с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии 6 945 человек. С гражданами, у которых выявлены симптомы заболеваний острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии, проведены разъяснительные работы о необходимости обращения в организации здравоохранения и об опасности самолечения. Для обеспечения оперативной медицинской консультации в штатном режиме работает горячая линия по самодиагностике 118. Всего 6 апреля 2020 года консультацию получили 108 504 человека. Из них 8 034 обращения было по поводу коронавирусной инфекции. За 26 августа 2020 года поступило 343 обращения. Относительно действующих ограничений на территории города Бишкек. С 3 августа продлена работа некоторых хозяйствующих субъектов, а также изменен режим работы общественного транспорта в Бишкеке. Согласно постановлению мэрии города Бишкек, городской пассажирский транспорт, автобусы, троллейбусы, маршрутные такси работают с 7 утра до 11 часов, и с 14 часов до 23:00 с обязательным проведением дезинфекции. С 11 до 14 часов санитарный перерыв для мойки, чистки и дезинфекции транспорта. Торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров, супермаркеты, дома, комплексы. Сети магазинов отныне работают ежедневно с 7 утра до полуночи. Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания с 7 утра до полуночи. При этом разрешается работать службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм. Еда на вынос без ограничения времени. Столичные рынки работают в прежнем режиме, каждый день с 9 утра до 17:00, но с обязательным санитарным перерывом. Эти меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности. О начале нового учебного года. С 1 сентября школа откроет свои двери для первоклассников. В 2020-2021 учебном году в школу пойдут около 19 тысяч детей. Из них 17 тысяч детей прошли регистрацию через электронную запись для принятия в первый класс.
Согласно приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики за номером 664/1 от 21 августа 2020 года об организации учебного процесса в условиях пандемии в образовательных организациях в 2020-2021 учебном году с 1 сентября 2020 года учащиеся первых классов начнут обучение онлайн. В регионах со сложной эпидемиологической ситуацией и с большим количеством учащихся в школах, классы, в которых количество учащихся превышает 20 детей, будут поделены на группы. В связи с тем, что в Бишкеке переуплотнение школ составляет 200-250%, первые классы будут поделены на две группы, обучение будет проходить 5 дней в неделю по основным предметам. Для выполнения государственного стандарта остальные предметы будут проходить в режиме онлайн. Во время пребывания детей в школе будут соблюдаться санитарно-гигиенические требования, а именно обеспечение дезинфекции всех помещений школы, эксплуатация внутренних туалетов, обеспечение умывальниками, тепловизорами, хлорированным ковром при входе в школу, гигиеническими и антисептическими средствами. Для первоклассников 1 сентября 2020 года День знаний пройдет в реальном режиме во всех общеобразовательных организациях. Первый урок состоится на тему «Мой любимый Кыргызстан» и будет проведена экскурсия по школе. Информация по подготовке к проведению 29-й годовщины независимости Кыргызской Республики. 31 августа 2020 года на площади Алато состоится мероприятие по случаю Дня независимости Кыргызской Республики с участием президента Кыргызской Республики Джейнбекова Сооронбая Шариповича. С учетом эпидемиологической ситуации мероприятие будет проводиться в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться на республиканских телеканалах. Проведение массовых мероприятий и народных гуляний не планируется. Начало мероприятия в 10 часов утра, завершение в 11 часов. В 22:00 на площади Алато состоится праздничный салют в честь Дня независимости. 30 августа приглашаем горожан на велопробег здоровья, который стартует утром в парке Одинай. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения общественных мест, соблюдать санитарную дистанцию и гигиену, не заниматься самолечением. С наступающим праздником независимости нашей страны. Здоровья всем! Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей ситуации по городу Бишкек. Вас проинформировала вице-мэр столицы Мозгачева Виктория Андреевна. Спасибо за внимание.